Так, слово для выступления предоставляется представителю Совета судей Нурбекову Алмазу Турузбековичу. Здравствуйте, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники процесса. Значит, до начала судебного заседания Советом судей была представлена официальная правовая позиция по данному вопросу. Позвольте остановиться на основных моментах. Так, согласно частям 1 и 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, судьи независимые подчиняются Конституции и законам. Судья обеспечивается соответственно его статусу социальными, материальными и иными гарантиями его независимости. При этом в соответствии с частями 1.3 статьи 145 и части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики следователь, прокурор безотлагательно с момента получения повода к началу досудебного производства обязаны внести соответствующие сведения в единый реестр преступлений. Следователь и прокурор обязаны немедленно начать доследственную проверку по досудебному производству, зарегистрированному в едином реестре преступлений. Следователь и прокурор безотлагательно с момента получения повода к началу досудебного производства обязаны начать доследственную проверку, в ходе которой вправе производить соответствующие действия, такие как осмотр места происшествия, трупа, допрос в качестве свидетеля, назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, дача органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем, значит, в главе 56 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики законодатель предусмотрел особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц, в том числе судей и экс-судей, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, начиная с возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, заканчивая, значит, самой процедурой привлечения к уголовной ответственности. Необходимо отметить, что согласно статье 5 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, досудебное производство – это уголовное судопроизводство, состоящее из регистрации заявления, сообщения о преступлении в едином реестре преступлений, доследственной проверки, следствия и направления прокурором материалов дела в суд для рассмотрения по существу. То есть законодатель разделил досудебное производство на определенные стадии. Однако, как указано выше, глава 56 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики регламентирует особый порядок производства по уголовным делам лишь со стадии возбуждения уголовного дела. В связи с чем гарантия независимости и неприкосновенности судей, предусмотренные Конституцией Кыргызской Республики, не распространяются на все стадии досудебного производства, что приводит к нарушению принципов независимости судей. На основании изложенного, значит, Совет судей Кыргызской Республики находит правовую неопределенность в конституционности статей 1.3 статьи 145 и части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Значит, также хочу добавить, что Советом судей изучено, значит, законодательство соседних государств, в частности, значит, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, где, значит, статья 550 предусматривает, что после регистрации повода к началу досудебного расследования в едином реестре досудебного расследования в отношении судьи может быть продолжено только с согласия Генерального прокурора Республики Казахстан. В данном случае, значит, Республика Казахстан здесь точно определил Уголовно-процессуальным кодексом свой порядок. Да? Здесь, значит, было сказано, что Уголовно-процессуальный кодекс и иные кодексы не должны быть подстроены под каких-либо недобросовестных, да, сотрудников. Я хочу отметить, что именно Уголовно-процессуальный кодекс, он должен быть четким, понятным, во избежание, значит, тех же недобросовестных сотрудников правоохранительных органов и участников судебных заседаний. Однако, как мы знаем, что судьи в силу своей профессиональной деятельности, они уязвимы. Значит, в любом деле, скажем, даже гражданском, есть недовольные граждане, да, недовольная сторона, которая при необходимости может обратиться в правоохранительные органы по, значит, факту вынесения заведомо неправосудного решения. Это заявление сотрудник
будет обязан зарегистрировать. И оно может повлиять на дальнейший ход, значит, рассмотрения данного дела судом апелляционной и кассационной инстанции. Вот. Также, уважаемые судьи, хотелось бы отметить, что действительно конституционным законом о статусе судей определен соответствующий порядок. В частности, значит, статья 32 Конституционного закона предусматривает, что после регистрации в едином реестре преступлений генеральный прокурор Кыргызской республики вносит в Совет судей представление о получении согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности. Значит, по степени юридической силы Конституционный закон стоит выше, чем кодекс. Но в любом случае нужно, значит, уголовно-процессуальный кодекс систематизировать таким образом, чтобы он был понятен. Здесь вопросов нету, как указал заявитель, со стадии возбуждения. Здесь вопросы именно по стадии регистрации и доследственной проверки. То есть доследственная проверка по нормам Уголовно-процессуального кодекса проводится в течение 10 дней. При необходимости оно может быть продлено до 20 дней. То есть эти 20 дней, они, конечно, могут сыграть большую роль. У меня все. Если есть вопрос, я готов ответить.